Принцесса Биби-Аминамох. Жила-была маленькая девочка по имени Биби-Аминамох. Ей было 3 года, и она была таджичка с темными волосами и ярким платьем. Однажды утром она проснулась в своей уютной кроватке, радостно улыбаясь и тянувшись к своим игрушкам. Утренние лучи солнца озаряли ее комнату, создавая теплую атмосферу. Однажды она прогуливалась по густому зеленому лесу. И нашла старинную волшебную книгу, лежащую на мшистой поляне. Книга светилась мягким светом, а вокруг слышны были звуки птичьего пения. Она прошла через волшебный портал, переливающийся всеми цветами радуги, и оказалась в сказочном королевстве. Там она встретила доброго волшебника в блестящей мантии с магическим посохом. Биби-Аминамох начала обучаться королевским манерам в замке с высокими башнями. Она научилась использовать свои магические способности и помогала жителям королевства справляться с их проблемами. Жители королевства устроили праздник в волшебном саду с цветущими деревьями, феями и сказочными существами. Все наслаждались музыкой, танцами и угощениями. Биби-Аминамох познакомилась с дружелюбными животными королевства и научилась понимать их язык. Вместе они устраивали веселые игры и приключения. В королевстве прошел магический фестиваль с фейерверками, конкурсами и волшебными представлениями. Биби-Аминамох участвовала в конкурсах и завоевала сердца жителей. Затем она отправилась к волшебному морю с друзьями, наслаждалась пляжем, строила замки из песка и плавала с дельфинами. Во время прогулки по лесу она и ее друзья нашли древние руины и исследовали их, находя старинные артефакты и сокровища. Биби-Аминамох продолжала учиться волшебству под руководством доброго волшебника, осваивая новые заклинания и магические трюки. Феи королевства устроили вечеринку в лесу, где Биби-Аминамох и ее друзья наслаждались волшебными танцами, играми и сказочными угощениями. Она была приглашена на королевский бал, надела прекрасное платье и танцевала с жителями королевства под музыку волшебного оркестра. Она посещала волшебные занятия, где училась готовить зелья, создавать магические амулеты и управлять элементами природы. Во время карнавала с парадом и аттракционами она и ее друзья участвовали в параде и выигрывали призы. Они взлетели на спинах дружелюбных драконов и исследовали королевство с высоты, наслаждаясь захватывающими видами. Жители королевства устроили День благодарения, чтобы выразить признательность Биби-Аминамох за ее доброту и помощь. Все принесли подарки и устроили пиршество. Биби-Аминамох открыла для себя волшебную библиотеку в замке, где книги оживали и рассказывали истории. Она вернулась домой через волшебный портал, делясь своими удивительными приключениями с папой Зафаром и мамой Умедой. Во время празднования возвращения домой Биби-Аминамох увидела загадочное знамение в небе и поняла, что ее приключения еще не окончены. Она дала клятву защищать и помогать жителям королевства, обещая всегда быть справедливой и доброй принцессой.